Bezemeş mi dediler? Bu yumudu yok diyorlar, kayıt balkan diyor. Kayıt balkan diyor. Ben bunu ekliyle yarıyor onu. Anladım. Benim bitiyor bunlar yarıyordu. Okuyor. Fazlaydı ye. Oğlum onu adı küçük var. Ekleri de yuttur. Ben bileni olmadılar ya. Olmadı yutmadılar mı? Olmadı demirden olmadı ya. Adı yok mudur? Adı onları var ya. Şimdi o da bize gösteriyor. İyi bana da koy. Çok potpırdı da Çok korktular. ya. 460 человек были в Афгане. На Украине. На Украине 5 человек. Вот один раненый вернулся, второй раненый, Солом Герман раненый, находится еще там. Один Ондар Виктор Бегович Шожвитер и еще четвертый, там, 5 человек там. И погибли, 7 детей афганцев, а находится там человек 9. Вот и того, вот как видите, пуповины, они с вами связаны. И в этом отношении, конечно же, ребята, я еще раз повторяю, вы очень близки по духу и по настроению с нашими ребятами, которые завтра будут справлять 35-летие вывода войск Афганистана. Тайынже ештеріне жетпейіндер, ақыларыңар, атшаларыңар, адаларыңар, чуе дейді олза, уаңар дейді, еттен февраль 15-те олза, улу байырлауын еттір әдеттір. Тайын, Афган дайын көп, көңгенден бері 15 жыл болып тұрайды. Мұража жуалатын, Афган олдардың өзі еркей, адаларыңардың сенің базы қыдыңға тұрбан, Украинада болып бір дайында, тыңнадыңар сан жолайында өзі. Тоз шеді өрендірілмеді, тоз кежі жоқ қалған. Жек берге кежіп бір өздері, сан олдар бір жоғазы да жерде çoğuk kıldır. Adana çıkış kıldır. Çoğuk dayınca işlerine çıkış kıldır. Şakında çoğu adam kıldır sizlerden çalardır. Tanıdık bir gaytırlar vardır. Amgörtürler. Allah aytırların mene de sağ olur sizler. Bana olmaz позже Зуйска, давай тогда товарищ проволочь. Здесь офицерского состава из командования присутствует офицер. Офицеры присутствуют, нет? Только водитель. Прошли Афган, когда началась Чеченская война, мы митинг делали, чтобы все мирным путем решить. У меня даже записи остались с того времени, но война началась. В Чечне тоже наши афганцы участвовали. Конечно, с каждым годом война все жестче, тяжелее становится. Сейчас в основном война, можно сказать, компьютеров. В Афгане мы воевали, но с одной стороны там жестоко было, но с другой стороны как-то честнее была там война. Как-то, да. Что с той стороны, что с нашей. А сейчас вообще ужас все говорится. Вот, по слухам ребят, которые прибыли оттуда. Ну, в любой войне все зависит от человека, от вас. А сейчас вот видео показывают, трупы лежат, все там ходят. Я вот не понимаю, ребята. Вот, извините, ребята перешагивают, ходят. А в Афгане мы всех вытаскивали, и раненых, и убитых. Всех вытаскивали, никого не оставляли. А сейчас там очень много трупов, которые не вытащили. Вот. Его племянник тоже до сих пор лежит, не вытащили, да. Ну, и нашего афганца тоже не вытащили, понимаете, я не знаю. Я хотел туда уехать, с трудом прошел медкомиссию, но вот не пропустили, старые говорят. Потому что вот мои афганцы звонят, командир, тут у нас командиры хреновые. В основном шахтеры командуют, которые с 14 года в живых остались. К нам отношения хреновые, говорят, москали. Добровольцы, да, говорят, так, понимаете, ребята? А с другой стороны, я там тоже, я не знаю, вот нас готовили для войны, полгода вот ребят готовили, слаживание коллектива было и отправляли. Буквально вот 3-4 дня назад у меня племянник Митька уехал, вчера звонит,
Дядя, мы прилетели в Донецк, послезавтра идем в бой уже. Пришли и сразу туда, безо всякой подготовки. В свое время мы выступали, давайте хоть нас призовите. Если туда не хотите, хоть мы здесь будем готовить ребят к чему-то. Слаживание коллективов хотя бы. Я вот ребята туда уезжают, говорю, вы держитесь хотя бы 3-4 человека втроем. Смотрите друг за другом, прикрывайте в бою. Хотя вы будете знать, кто где погиб, в каком квадрате, а потом командиром сообщайте, в таком-то квадрате лежит Петров, Сидоров, Иванов, чтобы знали, чтобы он без вести не пропал. Вот это самое страшное, когда люди без вести пропадают. Вот сейчас вот ребята уезжают, тоже говорю, ребята, следите друг за другом. Но я не знаю, они говорят, нас прикомандировывают другие части. Никого мы не знаем. Не знаю, но это мое видение с афганской стороны. Надо было как-то боевое слаживание делать, а потом уже вот это подразделение не разбросать, а одним подразделением отправлять на войну. Вот так было бы проще, с одной стороны. Но сейчас война другая, взгляды другие. Вот молодые лейтенанты, офицеры, наверное, знают, как бы обучать, как там. Я, наверное, со стороны коммунизма Советского Союза смотрю. Вот. Служил я в спецназе в 668-м отдельном отряде. До сих пор переписываемся с ребятами. Многие наши ребята находятся на Украине тоже. У меня вон коломиец Петр, друг, командир взвода, когда началась вот эта херня, говорит, Леня, ты не веришь, это средства массовой информации. Здесь все не так. Черт его знает, что такое. А вот сейчас песни, вот слышали, да? Виват, салам, бача. Салам, бача. Вот мы встретились с тобой. Хотели в Кремле эту песню петь, но украинские ребята начали возмущаться. Как? Мазур, сволочь, против нас воюет. А мы будем его песню в Кремле петь. Не надо, говорит, эту песню петь. Вот и запретили эту песню петь. А вместо этого будут петь «Уходим». Алимова песню. Вот такая война, ребята. Раз вы начали, сомневаться не надо, надо победить. Раз вы начали, если попадете туда. Самое главное, берегите друг друга, особенно командиры. Берегите вот солдат. И самое плохое, вот у меня вот ребята видели, говорят, пьянство. Нас прикрепили батальонный «Призрак». Тогда еще командира, создавший эту мозговой, уже тогда его сколько смертей, сколько молодых уходит. И вот пришлось повторно ехать. Ну, старик, ну, со стороны, наверное, кому-то будет смешно. Старик, что он делает? Да. Ну, зато я с первого раза, когда почувствовал, что такое война, еще с молодости, с Афганом. Все, с тех пор этот человек остается. Она на всю жизнь остается, ребята, честное слово. Я своим решением, да, вот, наверное, заменял какого-то молодого, внимания, в военкомата поставлена какая-то задача собрать 40 человек. Чей-то сын, может, не попал на это. Армию. Ну, как в ДНР, она как знаменитая еще с 2014 года. Штурмовой батальон. Из наших 47 человек россиян попали туда. Молодой у нас 42 года было. Молодой. Старший 62. Вот так вот. Месяц погоняли. С первого же боя, короче, нас осталось 11 россиян, ребята. 11. 300 не было. Все задвухсотились. Просто взяли, мясо отправили. И по Египету, знаете, до 6 человек.
Отправляет, первую накрыли. И вторую следом же отправили. Третью, четвертую группу. Также на эвакуацию. Может там найдите там раненых, туда-сюда, короче, никто не вернулся. Благо, что мы знаете, что у нас иностранцы еще с нами. Я с непальцем пулеметчиком вдвоем прикрывали большую территорию, но там, почти роту поймали с 2 пулеметов. Нормально. И самое интересное, да, вот российская армия, да, вот Донецкая. А там российских офицеров не видно. Начальник штаба, фамилии не буду называть, он бывший шахтер, может он в 14-15 годах там хорошо воевал, но без обид вот офицеры, пацаны. Там вот эти вот командиры, они не командиры. У них как такого военного образования-то, даже гражданского, по-моему, нет. И вот такие дяденьки там командуют, поэтому, не знаю, из других частей, кто там за пьяным попался, кто что, короче, с российской армией тоже ребят очень много. Для наказания, короче, им отдает, ДНРовцам передает, и они навряд ли домой живыми останется, но не дай бог, конечно. А вот именно из-за пьяных попадает, кто в ДНРовской армии, именно в ДНРовской. А там штрафников, короче, оттуда не выпускают. Что бы он ни делал, но оттуда он не выходит. Все время там или 200, или 300, вот так вот выходит. А так не получается его там заменить кем-то там, на отдых отправлять. Нет, ребята, такого. Я в госпитале мобилизованным ребятам лежал. Пацаны тоже друга день рождения отмечали, короче, 4 попали. И 4, короче, ДНРовцев первому классу передали. Правильно. Тоже туда закинули. Они своих штурмовиков берегут. Россияне попрекают, честное слово. Россияне. Вот самое обидное, да, вот в глаза, вот стоишь вот рядом, разговариваешь, третий подходит, вот там командир или старшине, подходит, рашки, да, сколько? Вот так вот. Рашики. На сегодняшний день вы знаете, что и ДНР, и ЛНР, и Херсон, и Запорожье, все это наши территории. И мы являемся частью большой нашей России. И если есть кто-то, который нас разделяет, это предатель. Другими словами не скажешь. Потому что по большому счету мы воюем за наших людей, которые там находятся. Президент говорил, и сейчас опять выступая перед американским журналистом, говорил, а как нам быть, если по мирным людям из самолетов бомбы спускают? Как нам быть? Поэтому, когда нас начинают разделять на ДНРовских и еще каких-то, конечно, это не суразится. Я обязательно попробую добраться до тех, кто пытается нас называть там по-другому. Мы являемся одним целым. А человек рассказывает о своем опыте, о том, что было, что видел. И здесь уже ничего не добавишь, ничего не скажешь. Конечно, хочется отделать. Сказать, нет, давай не будем разделять. То, что видел хрен с ним, может быть, это маленький кусок с той войны, несправедливый, и который опирается на какого-то предателя. Но это на всем фронте она не распространяется. Но между тем человек рассказывает о своем опыте жизни. Я вот по своему опыту скажу, прежде чем попасть в Афган, я учил курс спецназ уже готовил. А когда прыгал с парашютом, повреждение получил, я самый легкий был, и меня потаскало. Пока лежал в госпитале, брат Юра
шел. А потом я когда попал в Афган, мои же солдаты меня встретили, которые я готовил. И во время боя, почему-то БТР, они вокруг меня там сидят. Вы что, вокруг меня? А мы боимся, говорит, товарищ капитан. И вокруг вас спокойнее. А водила говорит, они хитрые, товарищ капитан. Вас поранят, вытащат, героя хотят получить. А вот, смотри, ящик, 2 метра ростом, 120 килограмм. Его вытащишь, или у вас бараний весь вытащит. Эти хитрые. А потом робки говорят, нет, они хитрые, они просто вас берегут. Вы самый маленький такой. А у меня все быстро такие, берегли командиров тогда. Даже прикрывали командиров, уважали командиров. Вот в Остроте вчера вы это слышали, да, герои. Давайте, ребята, всех погибших помянем на удивление. Наши спасибо. Меня на 2 года 4 человека только погибло. Это самый счастливый год. Других годов по 10, 12 было, у меня только 4 человека погибло. И то одного свой застрелил. Случайно. 2 группы ушли в засаду. Утром, когда снимались, эти передали по рации, не стрелять, мы идем. А впереди молодой пулеметчик лежал. Услышал шум, дал лутер и в сердце. Сержант. А наш коп сержант Белорус. Были такие случаи, да. А потом погиб майор Головко тоже вертолетом, тоже высадили. Спецназ, Орлан, Ашманак. Потом 24-й вышли, залп дали. Ранили. Не стреляйте, мы свои. Второй вертушка вышла, залп и накрыли майор Головко. Обидно, да. И у вас, наверное, тоже такие случаи бывает. Война есть война. Все погибло. Ну, во время боя, вот когда я уходил на войну, бабушка меня провожала, говорила, сынок, ты ничего не бойся. Трусы умирают много раз, герой 1 раз. Если ты струсишь, скажут, не Леня струсил, скажут, Турин струсил, офицер струсил. Так что, сынок, помни, за тобой твой народ. Это мне еще не дошло. А потом уже дошло, когда уже снайпера приезжали меня. Когда я начал думать, нахрена я в Афган приехал. Лучше бы там баранов пас в том был, живой был бы. Птицы летают, никто не стреляет по птицам, а никто не стреляет. Ну, сначала как кино начал ползать, и пуль, тю-тю-тю, рядом. Ну, думаю, все как будто, лежу как мертвый. И начал всех вспоминать. Аллах, Христос, Будда, в живых останусь, всем буду молиться, только дайте в живых остаться. После боя говорю, ну, зомбари, как ты мне не стыдно, елки-палки. А после Афгана приехал домой и начал, а вдруг они есть? Пошел в Будде, помолился. В Красноярске зашел в церковь, говорю, батюшка, так, ну так, не надо молиться. Сынок, крещеный. Говорит, завтра придешь крестить. Да не надо, придешь креститься. Ну что, завтра приду креститься, что ли, покажу. А там бабушка, ты сынок, его не слушай. Бери свечку, вон, часов не иди, говорит, помолись, пацан. Пошел, помолился. Там Аллаха, мусульманам подошел, мужики говорят, где Аллах? Аллах есть. Ну я говорю, Будду нашел, Христа нашел. Ну где Аллах? Аллах есть. Ну, свечку, и ему поставил Аллах свечку, Аллах, говорит, свечку не ставит. Что делать? А ты, говорит, в 5 утра там ковид постели, потом то ли на запад, то ли на восток, помолись. Но не нашел Аллаха, был как найду висеть. А вдруг там действительно придешь, я думаю, все-таки Бог есть один. Спасает людей в крайнем случае, много таких случаев. В крайнем случае, думаешь, вот уже конец, и тут ты спасен, и начинаешь верить. Есть такое. Вот нас тут 8 человек сидят, да? И у каждого своя война. Каждому свой мир. Я как офицер, он как солдат, он как сержант. Каждый видит по-своему. Так что я одно скажу, он другое скажет.
самое страшное после войны началось, когда мы с Афгана приехали. Мы героями приехали. Там говорили, вы герои, приехали героем, ходим. А тут перестройка началась. И все на нас смотрят, слушай. А мы никому оказались в этом. А потом злость появится на нас. А вы сволочи, пока мы воевали, СССР просрали. На всех злость. А потом безразличие. А пошли все нахер. Иначе кто куда? Кто в тюрьму, кто Богу ударится. Кто куда вот так вот прососались. Многие у нас повесились. Суицид было такое. Да. Потом вот Салман Валерьевич окончил институт, приехал, брат говорит, давайте отдадим свои земли Афганистана. Так я говорю, в Кызыле есть, они говорят, не так работают. Надо как Свердловск. Вот мы создали 3 брата. Помощи семьям погибших в Афганистане. Задача основная была не потерять ребят. Не просто кому-то дать помощь, а не потерять. Или вместе поплакались, пообнялись, все были, легче стало. Понимаете, вот таким образом мы выдержали трудные 90-е. Там и бандиты были, все были, все вместе. Там и барон, хемчик всякое было, русский туринер было, а мы все вместе были, вместе бежали. И до сих пор держится по всей России, по всей стране. Мне солдаты из Германии звонят так. Все вместе держимся, встречаемся. У нас нет развития, мы интернационалисты все. А сейчас всего осталось 150 человек, я посчитал. Тяжесть. Родная жена не понимала. Многие из нас развелись. Главное, не надо замыкаться в себе. У нас сейчас называется Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций. Недавно съездил, вот так вот, чтобы у нас опыт какой-то есть, вас к себе взять. Я ей говорю, ребята, есть организация защитников, которые получают деньги, занимаются вами. Они говорят, а мы обращались, там бесполезно, говорят, бумажные волокиты. Есть вопросы? Ребята стесняются, задавайте вопросы. У нас вот Алеша, давай. Он 56-й десантный, что мы проверяли служил. Вот среди сидящих я, наверное, самый молодой, 86-й пошел. Демешін бозатыларына жетпі ештің. Аза мен сілерден тілеп тұрмын. Ания өскендеріске, Таштың башлап жүргілдерінде көрген, білген, сағыш болауынан аз өлеш көрді, жуалып жүрді. Жамдықта озана мұнда жұталғаның пайдалы бір өске болды, қайдың жұталғада. Араға да алысып жүрді, ол дағымзы самыға да шыдемнеттерін арып кіре берген. Жұталғаның өзі өзек таласын, жұталғаның ол кежінің сайзырап болуды дейіргені бірді оларда ажылчын одның таласынан қызымақ болғызылы жұталғазды ешкінің болуды деп шақырыны еке жуалып жолғызмыз еке деп болады тұрмын. Ұрғарында тыңдап тұрады жуалы ұры жүзінің ғазы тұққанды құлы болып тұрады. Мен көріп жуалып келді. Чаңшылдарысты екі сергедік жолғызды. Будут вопросы, обращайтесь, можно вот через Ирину. В принципе, надо сам обратиться, если какие-то будут вопросы. Потому что, на самом деле не ведется никаких таких разъяснительных с нами бесед. Так оно и есть. Ну вот когда с армии возвращались, кто на год вперед приехал, кто позже, и в течение вот так вот по возрасту также слышали, да, вот кто-то старший, кто-то младший, вот у нас. Берегите, ребята, друг друга. Это ветеран, фронтовик, это уже честь. Вы будете жить до глубокой старости будете ветеранами. И так же будете дружить, ребята. Вот у нас вот со всех районов Тулы, да, вот. У нас как такого никакого разногласия, ничего вообще. Держитесь, берегите друг друга. И там заметно. Ирина, тоже иди сюда. Это и ваш праздник.
Потому что называется сейчас. Кого-то я уже видел, да, поздравляли. Обязанность, да, замполит. Да, Новосибирская. Тоже. В каком году? В 18-м. Я в 80-м. 10-й Вот. выпуск. От себя лично и от имени командира бригады, от управления части хочу поздравить вас с этим днем. Вот. Желаю вам всего самого наилучшего, Ой, крепкого здоровья. ой, спасибо. Вся. Тебе тоже не воевой балтийской подготовка. Всего хорошего. И чтоб держал всех. Спасибо. Вся. Спасибо. Рад, да. Позвони. Олдин халны боды олар. Біздің амба барған олдарын сесті арыоттаға, ашты арыотта, дешорут тартып, мен жеді арыоттаға еді арған біз біреуіз бір дуғар. Bir duvar ol. Bununca gireriske de çok oldu. Daha çok da ya. Bir duvar gireriske de çok oldu. Onca aslan artık başladım. Ama o canın takandayı yani hareketli. Ham kızı da ham Rusiyalıdır. Onda Rusya kızak onlar da ben direyim. Şut. Botlarında öyle şut tutacak. Şut tutacak bu olursun botlarının görürsü öyle. Siz nam Raşka deyirdi. Niye? İyi. Ya. Ben sonra tutar kemirli. Ama sığırdan boğuldur indirsi. Sığır bulganda bir şey attı. Öğretin sığıp durdular. Bu sen anladın. Zambaliyes'in bazı bir tane. Spoiler'ını öğretir.